Салем, достар! Часто изучающие казахский язык сталкиваются с проблемой, что не знают, какое окончание добавить к слову. Сегодня я постараюсь вас научить правильно добавлять окончания в казахском языке. Наверняка вы слышали слово сингармонизм. И этот термин означает гармонию гласных и согласных, чтобы язык звучал красиво и мелодично. И все. Сегодня на уроке изучим гармонию гласных, окончание множественного числа, и про гармонию согласных тоже не забудем. Немного разговорных фраз, и в конце вас ждет домашнее задание. Гармония гласных – это когда слово может быть либо твердым, либо мягким. Всего лишь нужно запомнить твердые и мягкие гласные. Твердые гласные – А, О, Я, Ё. Мягкие гласные – Э, Е, И, Ю. Эти звуки передают два звука, могут быть твердым и мягким. Об этом у меня есть отдельное видео, можете посмотреть по ссылке в описании, либо здесь добавлю подсказку. Масалдар, примеры. Слушайте и повторяйте за мной. Твердые слова. Жұмыс, дос, аялдама, айлық, қоян, табыс. Мягкие слова. Өмір, есік, жүрек, сүлгі, тіл, жігіт. Если вы встречаете в слове звуки к, г, то вы можете уверенно сказать, что это слово твердое. Также со звуками к, г. Они в большинстве случаев встречаются в мягких словах. Вы можете спросить у меня, а как быть со словами, где в одном слове есть и твердые, и мягкие гласные? В этом случае при добавлении окончаний смотрим на последний слог. Если слово заканчивается на твердый слог, добавляем твердое окончание. Кітап, твердое, поэтому последний слог у нас твердый. Кітаптар, вот добавили окончание твердое. Имтихан. Твердый последний слог, добавляем твердое окончание. Имтихандар. Зангер. Мягкий последний слог, добавляем мягкое окончание. Зангерлер. Мугалим. Мугалимдер. В казахском языке 4 вида окончаний. Мы сегодня изучим множественное число, чтобы точно понять, как добавлять окончания. Окончания множественного числа, их всего лишь 3, и у них есть твердая и мягкая пара. Дар – твердая пара, дер – мягкая. Тар – твердая, тер – мягкая. Лар – твердая, лер – мягкая пара. Вот слово кыз. Твердое слово, добавляем окончание твердое. Кыздар. Вот слово сөз. Оно мягкое, добавляем мягкое окончание дер. Также с другими примерами. Жолдастар. Жолдас. Твердое слово, добавляем твердое окончание. Мектептер. Мектеп. Мягкое слово, добавляем мягкое окончание. Таулар. Тау. Твердое слово, добавляем твердое окончание. Үйлер. И. Мягкое слово, добавляем мягкое окончание. Так, мы разобрались с твердыми и мягкими окончаниями. Но у нас все так же остается вопрос. Какое из этих 3 окончаний добавляем к слову? Все так же просто. Вам нужно чуть привыкнуть к языку и больше практики. Смотрите, дар, дер. Добавляем, если слово заканчивается на эти звуки. Л, м, н, н, ж, з. Слово сәбіз. Мягкое слово, добавляем мягкое окончание. Заканчивается на букву з, добавляем дер. Карбыздар. Твердое слово, дар. Окончание твердое. Клемдер. Мягкое слово,
добавляем мягкое окончание. Тышкандар. Твердое слово, добавляем твердое окончание. Давайте немножко попрактикуемся. Вот слово маймыл. Попробуйте добавить правильное окончание. Слово твердое добавляем твердое окончание. Маймыл дар. Апельсин. Апельсин дер. Балапан. Балапандар. Үстел. Үстелдер. Бағдаршам. Бағдаршамдар. Қыз. Қыздар. Дальше. Тартер. Добавляем, если слово заканчивается на эти звуки. К, К, П, С, Т, Ш, Щ, Ф, Х, Х, Ц, Ч, Б, В, Г, Д. Мысық. Мысықтар. Кілт. Кілттер. Ушақ. Ушақтар. Кәмпит. Кәмпиттер. Попробуйте добавить правильное окончание. Хат. Хаттар. Үтік. Үтіктер. Орындық. Орындықтар. Көбелек. Көбелектер. Ағаш. Ағаштар. Сурет. Суреттер. Дальше окончание лар-лер. Если слово заканчивается на гласное и звуки р, у, и. И краткое, да? Алма. Алмалар. Дәптер. Дәптерлер. Үй. Үйлер. Тау. Таулар. Давайте немножко попрактикуемся. Попробуйте добавить правильное окончание. Айна. Айналар. Көпір. Көпірлер. Бояу. Бояулар. Сөмке. Сөмкелер. Қоңырау. Қоңыраулар. Шанышқы. Шанышқылар. Множественное число. Окончание дар, дер добавляется после этих звуков. Л, М, Н, Н, Ж, З. Тартер добавляется после глухих и звонких Б, В, Г, Д. Лар-лер добавляется после гласных и звуков Р, У и краткое. Почему именно так? Смотрите. Вот слово кала заканчивается на гласный, должно быть лар. Но если мы скажем калатар, каладар, будет звучать некрасиво. Слово киси, правильное окончание это лер, киселер. Если мы скажем кисетер, кисидер, тоже будет звучать некрасиво и не гармонично. Также со словом сөз должно быть сөздер. Если мы скажем сөзлар, сөзтар, либо сөзтер, тоже будет звучать некрасиво. Это и есть гармония согласных. Чтобы к этому привыкнуть, вам нужно побольше слушать носителей, смотреть фильмы и слушать музыку. Запомните эти звуки и запишите в себе в тетрадь. И повторяйте, в дальнейшем они нам очень понадобятся. Глухие согласные. К, П, С, Т, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ. Звонкие согласные. В, Г, Г, Д, Ж, З. Сонорные согласные. Р, Л, И, У, М, Н, Н. Сегодня я вам подготовила несколько полезных фраз для повседневного общения. Давайте вместе изучим. Бірге тамақтанайық. Бірге тамақтанайық. Давайте поедим вместе. Жарайды.
Хорошо. Қай жерде тез тамақтануға болады? Қай жерде тез тамақтануға болады? Где можно быстро перекусить? Асхана алыс па? Асхана алыс па? До столовой далеко? Жақын. Жақын. Рядом. Тамақ ішкің келе ме? Тамақ ішкің келе ме? Ты хочешь кушать? Жүр, тамақ ішеміз. Жүр, тамақ ішеміз. Идем покушаем. Қарным ашып кетті. Қарным ашып кетті. Я проголодался. Не ішкің келеді? Не ішкің келеді? Что ты хочешь пить? Не жегің келеді? Не жегің келеді? Что ты хочешь покушать? Палау жегім келеді. Палау жегім келеді. Вы можете вместо слова палау поставить любое название блюд. Манта жегім келеді. Лахман жегім келеді. Это означает, я хочу поесть что-то. Например, в этом случае плов. Я хочу поесть плова. Жегім келмейді. Жегім келмейді. Я не хочу есть. Білмеймін, нені алуға кеңес бересің? Білмеймін, нені алуға кеңес бересің? Не знаю. Что ты посоветуешь взять? Мен кофе ішкім келеді. Мен кофе ішкім келеді. Я хочу пить кофе. Мен шөлдедім. Су ішкім келеді. Мен шөлдедім. У меня жажда. Су ішкім келеді. Я хочу воду. Бар, тамағыңды іш. Бар, тамағыңды іш. Иди поешь. Аз, дәмді болсын. Аз, дәмді болсын. Приятного аппетита! Сегодня мы изучили твердые и мягкие гласные, множественное число, гармонию согласных и много разговорных фраз. И в заключении я вам даю домашнее задание. Үй тапсырмасы. Үй тапсырмасы. Добавьте правильное окончание множественного числа к этим словам. Я его разделила на две части, чтобы вы смогли по отдельности их выполнить. Этот урок вы можете посмотреть еще раз, чтобы закрепить результат и сделать вторую часть домашнего задания. Прослушивайте урок фоном для еще большего результата. А сейчас я вам напоминаю, чтобы вы не забывали подписаться на канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики, и также оставлять лайки и комментарии. Так я буду понимать, что вам нравится то, что я делаю для вас. Көріскенше!